начинаем 4-й выпуск «Диалоги Art Life Музеем». И наш гость Мария Давыдова, известный, успешный визажист. Кстати, имеет собственную авторскую мастерскую, студию стиля Марии Давыдовой. Мария – официальный визажист таких конкурсов, как «Мисс Якутия», «Мисс Россия», «Виртуальная Якутия», официальный визажист журнала «Журфикс» и НВК «Якутия». Ну, мы знаем Марию давно. Наверное, для многих будет секрет, и я этот секрет раскрываю. С Машей мы однокурсницы, учились вместе в Якутском художественном училище. И нас связывает воспоминания юности, такого веселого, задорного периода нашей жизни и становления нас как профессионалов. Потому что Мария – это профессиональный художник-живописец. И, наверное, немногие это знают. Поэтому, Маша, я к тебе обращаюсь как к художнику. У тебя есть произведения любимые из коллекции Национального художественного музея? Да, Влада, очень приятно прийти, во-первых. Спасибо, что пригласила. И да, для многих, наверное, это будет сюрпризом, то, что я художник-живописец по специальности. А любимые произведения, вообще мой любимый художник – это Артур Дмитриевич Васильев. Нам повезло в том, что Артур Дмитриевич преподавал у нас в художественном училище. Также он преподавал у меня в институте. Поэтому, узнав Артура Дмитриевича, конечно, мы все, кто у него учились, все студенты его, просто были от него в восторге. Я помню, да. И не только как он преподает, как он подходит к студентам, а его работы, как он работает, его техника была для нас просто прям, это было открытие. Просто каждая работа у него это шедевр, можно сказать. Поэтому одна из любимых, наверное, и очень яркая работа, интересная, наверное, сложная, и это «Разбитое зеркало». Это триптих «Разбитое зеркало». Да, я тоже очень хорошо помню, когда на 3-м курсе у нас вел рисунок, живопись Артур Дмитриевич Васильев. И мы с восхищением наблюдали, как во время того, как нам натурщик позирует, он подходил с блокнотом и начинал рисовать. И перед нами в буквальном смысле рождалось пространство, объем, свет, лицо человека, выражение человека, и какая-то мистика происходила. Да, если мы на холсте начинали сначала углем, рисовали, да, это композиционно, как нам расположить, найти, закомпоновать на холсте, то Артур Дмитриевич начинал с одной точки. Он начинал буквально. И когда мы были на пленэре, я прям стояла и наблюдала. Иногда бывало на пленэрах, я стояла рядом с ним, смотрела на него и просто повторяла. Подглядывала. Да, подглядывала. И вот он начинает рисовать портрет, ты сначала не понимаешь, как, что, с чего. А он, оказывается, начал с глаза. И этот глаз потом превращается в лицо. Это было просто мистика на самом деле. Триптих, почему именно одна из любимых? Во-первых, потому что чисто технически, когда я увидела в первый раз, я была просто в шоке, как можно было передать зеркало, еще и старое зеркало. То есть я видела такие зеркала в реальности, поэтому сначала чисто технически меня это зацепило, именно как художника, как можно было это передать. И только потом уже, конечно, когда смотришь на всю картину, во-первых, это очень большая работа, большая, сложная. Каждая работа у него очень такая, очень много мыслей, очень глубокие, и каждый, мне кажется, переживает эту картину, может как-то переносить на себя. Поэтому, думаю, для меня вот это разбитое зеркало, это может быть что-то было такое прямо очень легкость какая-то была, но это было когда-то. Какой-то раскол в семье, возможно. Через судьбу одной да, через семьи судьбу одной семьи, да. Раскол, это даже где-то, и если осмотреть
точки зрения времени, политика, то есть это Да, история, история, республики. это все, мне кажется, связано. Здесь можно увидеть такую игру. С одной стороны называется «Разбитое зеркало», а мы видим окна старого дома. Кстати, рамы картин выполнены вручную самим художником Артуром Дмитриевичем Васильевым. И здесь идет такая история. Действительно, сквозь историю одной якутской семьи художник показывает, какие изменения были в республике, в Якутии. Если обратить внимание на 3 женщин, одна как бы у нас лишена, мы не видим ее лица. Мы не видим ее лица не случайно. Получается, что ее никто не помнит. Тут такая как бы аналогия. Ее еще она уже в памяти людей не осталась. Да? Через кого-то прошла вот трещина этого старого зеркала. Ты очень здорово подметила, да, это как бы образ драмы, возможно, драмы вообще эпохи, да, которая прошла через многие судьбы людей, да, и только молодая девочка осталась, вот, возможно, это и она вошла в этот дом, от нее падает тень, да, с тросточкой. А так можно обсудить любую часть этого триптиха, например, вот левая часть триптиха показывает похороны колхозника. Здесь тоже игра такая, как бы старая фотография превращается в зеркало, которое покрыто такими каркелюрами серебрянки. И мы через дымку времени видим такой вот очень, наверное, для людей 20 века знакомый, да, образ. Это красное знамя, это колхозники торжественно провожают своего близкого человека. И опять один человек закрыт, он несет знамя, и как бы здесь можно увидеть метафору человека слепо верующего, да, вот в коммунизм, например. Кто-то на нас смотрит, прямо на зрителя, да, скорее всего, он как провидец понимает, что это происходит, да, а кого-то эпоха похоронила. На самом деле это очень сложное произведение, но центральная часть, она показывает прекрасную панораму якутской природы. Это река Амга. Все мы знаем, что Амга – это такая, ну, одна из красивейших местностей Якутии. И образ этой природы показан через флёр времени. Такое старинное зеркало, которое буквально утыкано фотографиями из семейного альбома. Вот она вечность, это природа, которая не меняется и проходит судьбы людей, да? Различные эпохи меняются, а природа она остается. Но я вот вижу такую философию этого триптиха. Это очень сложное, серьезное произведение. Все картины Артура Дмитриевича Васильева заставляют нас мыслить, думать, переживать. И это, наверное, очень важно. Как я уже сказала, мне кажется, каждый человек, глядя на именно это произведение, он будет это... В каждом есть что-то, он может что-то свое разглядеть здесь. Все равно, мне кажется, это проходит в каждой семье. Тем более оскол, у тебя детство да. прошло тоже, ну, в сельской такой вот местности, где были деревянные дома, да, и сейчас у вас есть Я семейный и дом. этюды любила писать Да, деревенские. да, да. Поэтому понятно, что вот образ старого дома якутского, да, наполненного какой-то жизнью прошлого, оно вот как раз вот отклик такой вот рождает. А я помню, что мы все стали рисовать по стихинам после Артура Дмитриевича Васильева. Ну, лично я точно стала использовать Тоже вот эту пробовала, технику, да, нанесения мазка такого фактурного и постепенного растирания и появления вот этого объема, светотени. Да, это, конечно, время незабываемое, наверное, да, и если человек прикасается вот к такому мастерству, видит воочию, как это происходит, конечно, это задает очень высокую планку. Я думаю, всему нашему курсу очень повезло, потому что у нас были сразу высокие ориентиры, данные Артуром Дмитриевичем. Наши преподаватели были, конечно, одни из самых
Да. И в институте мне тоже повезло, то, что у нас преподавал Афанасий Николаевич Осипов, Рахлеева Мария Афанасьевна. У нас были великие из великих. Да. Сама история искусств Якутии. Да. И мы как бы прикоснулись к ней, получается. Маша, вот я тебя знаю сейчас как очень успешного человека, известного. Но ведь начиналось все очень непросто, потому что становление наше пришлось на 90-е, 2000-е годы. И я знаю, что этот путь был далеко не прямым. Вот как ты пришла к мысли стать визажистом? Да, 90-е, конечно, сейчас вспомнить это кажется страшно. В то время мы были молодые, нам казалось все прекрасно. Да? Да. Мы были молоды, нам не было, у нас не было страха, нам не казалось, что это так ужасно. Мы просто были настолько молоды, юны, что мы жили в то время, мы росли в то время, поэтому нам не казалось, что мы живем в какое-то страшное время. Это сейчас уже, спустя столько времени, мне кажется, как мы выжили, Влада, как я дожила до сегодняшних дней, живая, здоровая, с руками, с ногами. Да. А в то время, конечно, то есть, наверное, сила молодости. Ну, и голова на плечах. Это точно. Да. И вообще, я не хотела быть художником в принципе. У меня не было такой цели. Я не хотела получать высшее художественное образование. У меня был план, когда я училась в художественной школе, я училась там 4 года, по плану я знала, что я поступлю в художественное училище, это был уже, у меня была цель, я поступила в художественное училище, но тогда, после училища, я планировала, я закончу, поеду в Москву поступать на модельера. Я очень любила шить, да, я любила экспериментировать. Мы порезали все мамины, наверное, старые платья, плащи, все, что было. Я помню. Любила экспериментировать. Да, Я помню, поэтому- ты ходила просто в мужском костюме. Это было Да, так здорово. Это были папины костюмы. А в то время одежда вообще она была очень качественная у родителей. Я помню, у папы были какие-то германские костюмы. Я не знаю, где они. Но он в командировку часто ездил в Москву, возможно, там и покупал. Он оттуда и маме привозил очень хорошие вещи, качественные. Вообще все те ткани, которые были тех времен, они просто и цвет сохраняют. Форму, наверное, да, форму держат. сохраняют. И хорошо в них ходится, наверное, да? И мне так жаль, что очень много маминых вещей по молодости я Ты просто изрезала. порезала. Да, Ну, зато школу прошла, училась на этих. да, то есть наверное, мама не лекалах. останавливала, она не говорила, это не трогайте, оставьте все, пускай лежит там в чемоданах. Мы экспериментируем, ну, может, благодаря этому как бы какие-то творческие начинания. Помню, у тебя был сарафан такой, и там пуговицы Да, я очень расшитые. любила шить себе Да. юбки в пол, длинные, со складками, обязательно ремень, высокая посадка, высокая талия. Иногда делала это с карманами, если получалось. Но очень не любила шить замки. Вот это было мое нелюбимое занятие. Но юбки, и вот на эту юбку как-то я придумала, туда пуговички пришила, значки, и цепляла туда все подряд, да. Ну, в то время все шили. Все наше училище, большая часть, они все обшивались, что-то придумывали сами. Мы шили все. От легких маечек там до пальто. Да. Поэтому времена были такие, что не было ничего, чтобы можно было купить, как сейчас. Все что угодно и по любой цене, да. Но потом, после училища, ты поступаешь в филиал Красноярского института, где действительно преподавали мэтры искусства Якутии. Вот. Почему в итоге я осталась? У меня были планы поехать в Москву. Но я была очень послушный ребенок. Папа мне сказал, в Москву ты не поедешь. Ну, Опасные, как бы наверное, и сложные денег времена нет, были. да, и сложно, и страшно, и с деньгами тоже. Ну, я сразу послушалась, как раз открывается в тот же год, открывается Красноярский филиал, поэтому я туда подаю документы и тоже поступаю, и начинаю учиться. Проучилась целых 6 лет. 6 лет, конечно, с одной стороны, в училище, если я училась как-то с большим удовольствием, а мне нравилось все, то, наверное, в институте я немножко я себя заставляла. А вот, наверное, в курсе на 3-м мне хотелось даже
не то чтобы уйти, я понимала, этого не будет, я не уйду, я должна закончить, потому что это важно для папы. Для родителей. Да. Папа у нас был такой, как папа скажет, так и будет. Поэтому я не Очень могла строго. даже подумать о том, что я брошу. Но мне хотелось... Вот знаешь, что мне хотелось в тот момент на третьем курсе? Я хотела на парикмахера. Ну вот в тебе всегда Все-таки оно было, да, оно было желание. где-то, да. И я очень хотела на парикмахера, но тогда я понимала, что я скажу папе. Да, что ты Я учишься- хочу пойти в ПТУ номер 8, да? Бросить институт, где преподают такие маэстро, поэтому я понимала, я даже и не заикалась об этом. Я просто думала об этом, но знала, что этому не бывает. Ну, думала, ладно, потом, как-нибудь потом. И все-таки вот жизнь так повернула, что ты пришла к своему, а это твое, это было видно изначально, твоя тяга и твое понимание стиля, твой необычный такой вот, наверное, чисто природный дар, да, вкус, стиль и понимать, как человека сделать лучше, визуально лучше. Это в тебе всегда было. И я думаю, что профессиональная школа художника, она только дала тебе такую мощную базу понимания пластики лица, да, и структуры лица. Мы же это все изучали. Да, начиная с художественной школы, в художественной школе мы делали тоже скульптуры, мы резали по кости, лепили из пластилинов, из глины, то есть мы делали все. В училище тоже мы лепили как бы и в натуральную. Петр да? Алексеевич Захаров у нас Да, скульптуру Петр вел, Алексеевич, говорил Захар. «Манык». Ага. Вот, и поэтому, когда я пришла тоже я как бы так, в то время не было такого модно быть визажистом. Вообще в понимании такого не было, визажист. Это разве Да? профессия? То есть такого даже не было особо. И как это началось, я уже закончила институт, я вышла замуж, я родила детей, я вышла на работу тогда в колледже технологии дизайн, преподавала рисунок и живопись. Ну вот в тот момент я поняла, это не мое. В плане того, чтобы работать по часам определенное время, вот твои часы, вот ты должна отчитаться, вот календарно-тематический план, вот ты заполняешь журнал, это не мое. И постепенно, ну, я знакомилась с разными женщинами, и вот подруга моей сестры, она была косметолог, Наталья Семеновна, она пригласила меня в салон «Юность». Я пришла, она говорит, на пробу сделайте макияж, вот-то позвали. Я приехала, там была одна женщина, которую надо было накрасить. Я ее накрасила, тут же записалась вторая, она была на прическе, и тут же записалась третья сразу, то есть я подряд. И мне сразу оплатили, тогда это было то ли 500 рублей за макияж. Знаешь почему? Мне кажется, потому что когда ты работаешь, тоже видно, как происходит какая-то магия с человеком. Вот как Артур Дмитриевич рисовал на блокноте, да, натурщиц, и перед нами рождалась глубина, пространство, светотень, ты то же самое делаешь только с человеком, ну, уже используя предметы макияжа, да, вот тени, Да. хайлайтеры, и скульпторы и так далее, да. Вот эта магия, она и привлекает людей, потому что буквально на глазах человек преображается в лучшую сторону, да, появляется глубина взгляда, да. То есть, да, это получается, подчеркивается то, что, в принципе, Да, есть уже индивидуальность в человеке. человека, Да, да, для меня иногда бывает, приходят женщины, смущаются, ой, я без краски, я не так выгляжу. Для меня это не проблема. Я вижу всех без краски. Для меня это не такое, ой, какая она ужасная без краски. Дайте, я сейчас ее сделаю, и она... То есть нет, для меня эта женщина, это как вот точно так же, как холст. Я взяла холст, я наметила, и вот начинаю. То есть точно такой же процесс, как и в живописи, да, в рисунке, то есть неважно. Поэтому то образование, которое я получила, в принципе, конечно, оно мне помогает. Оно мне очень помогло и в этой работе, и вот так вот постепенно, когда я в первый раз вышла в юность, они мне стали делать запись потихоньку, только по выходным, там, 1-2. Мне так это нравилось. Мне так это нравилось, и я вот постепенно стала уходить из колледжа. То есть я поняла, что я такой человек, я не могу работать в каких-то рамках.
Мне нравится делать что-то вот одно, вот Ну, это это я не настоящее хочу. счастье, когда человек находит свое признание, работает, занимается любимой работой, Да. получает от этого удовольствие, да, и делает как бы лучше этот мир, людям помогает, да, в каком-то Да, смысле. и в то время и я была моложе, и мне было все это интересно. Поэтому я могла работать, вы не представляете, как я могла работать. Я могла работать, спать минимум. И вот, Полностью была да, все поглощена, эти да? конкурсы, закулисье, концерты, то есть потом плюс пати после этих мероприятий. Я спала минимум, работала очень много, но очень много работала, и не обязательно это было за деньги. То есть мне это нравилось, я бралась за любую работу. Я могла журнал от корки до корки делать это все бесплатно. Просто потому что мне это нравилось, и там за какой-нибудь маленький напоминание обо мне в журнале. Для меня это было очень прям. Мне это нравилось, я просто получала от этого удовольствие. А с колледжа потом я ушла, меня туда звали снова, но никак. Потом как-то, кстати, в артический институт меня тоже звали, я давала уроки макияжа, не помню в каком-то году, но это тоже длилось недолго, и я все-таки не могу вот так. Мне нравится работать со студентами, но мне не нравятся эти рамки, которые вот учебные. Ну, понятно, календарно-тематический план, заполнение журналов, Это ведомостей, не это не мое. для тебя. Нет, я Ну, человек а вот свободный. сейчас пандемия, да, связанная с новой вот коронавирусной инфекцией, она как-то повлияла на твой бизнес? Вообще очень многие, по-моему, салоны красоты, да, они претерпевают такие очень сложные времена, экономические проблемы. Расскажи, пожалуйста, как коснулось это тебя? Началось постепенно. Постепенно стали отменять мероприятия. Вот пока еще всех не закрыли, мероприятия стали отменять, и тогда запись у меня стала уходить на нет. Потихоньку отменяется запись. И тут все, закрывают всех. А, конечно, поначалу у меня была такая немножко как бы паника. Растерянность. Как? Да, потерянность такая, как быть, что делать, как вообще сейчас? У меня дети, у меня там счета. Но я думаю, это коснулось, конечно, многих, всех. Сначала была паника, я не знала, как быть, что делать. И начала тогда, я решила для себя, если я думала, я себя без макияжа не покажу никогда. Я всегда так думала, да ни за что, ни за какие деньги просто. И тут я начала делать уроки макияжа онлайн. Пандемия. Ни на ком ты это не можешь показать, ты можешь показать это только на себе. Абсолютно чистое лицо Марии Да, Давыдовой, да. умытое. И почему-то мне показалось, почему нет, это нормально, потому что я открыла отдельную страницу, и туда заходили люди именно кому надо. То есть там не будет тех, кто лишь бы только зайти, не знаю, посмеяться, может быть, там, или... А люди, которым надо. Но столкнулась с тем, что это тоже очень сложно. Те вот блогеры, которые снимают видео, я поняла, насколько это тяжело. Потому что просто включить телефон и говорить в камеру – это одно. И когда ты делаешь это макияж еще и на себе, и тебе нужно смотреть одновременно в камеру, одновременно смотреть это в зеркало и пытаться еще сделать это аккуратно. То есть это оказалось очень сложно. И я закачала специальное приложение видео, убирала свой голос, накладывала поверх. То есть это очень Ты сложно как все. монтажом занималась? Да, я Видео? занималась и монтажом, поэтому на это уходило очень много времени, чтобы снять один макияж. Иногда бывало, что я накрашу, потом мне приходилось все это снимать и делать это заново. А вот в интернете разве немного вот подобных Очень много, уроков? да. И вот есть ли какая-то конкуренция, ощущала ли ты? Или у тебя есть уже своя наработанная какая-то аудитория, которая... Да, начнем, наверное, с того, что когда я начинала работать, и все те, кто начинали работать в то время, как и я, начало 2000-х, да, тогда не было никаких интернетов. То есть мы все начинали вот так. Я случайно пришла, меня случайно позвали, я сделала одно, ей понравилось, они стали вести запись, а записывались тогда
кому-то, не конкретному мастеру. Они просто приходили в салон и запишите меня на макияж. Они не знали, кто будет так красить. Это сейчас уже Имена есть. каждый клиент, он идет к своему мастеру. Поэтому в то время такого не было. И я в интернете вообще появилась довольно поздно. Я вообще думала, мне это не надо. То есть мне это не надо, потому что я вроде работаю, у меня все. Мне говорят, Маша, нужен Инстаграм, Инстаграм-страницу вести, ты там должна... Зачем мне как бы... Мне как будто некогда. И я была удивлена тем, что некоторые подруги мои, они сидят вот так на телефоне, я не понимала. У меня даже телефон был Без... очень долго, да, вообще без никаких обычный. То есть в этом... В каких-то моментах кто-то думает, я такая вся гламурная, у меня такое все прямо, все суперское. На самом деле в каких-то моментах я вообще просто... Я человек с прошлого. Я еще в прошлом веке. Мы же все равно дети Советского Союза. Да. Мы же родились в то время. И сформировались мы Да. в это время. И Да. наше представление, понятие о человеке, о том, как должно быть, конечно, оно все связано. Да, и, естественно, вот это все постепенно шло, мы постепенно менялись, постепенно тоже с этим временем как-то росли, развивались. Ну и когда я узнала Инстаграм, зарегистрировалась, но когда я это сделала? Не ради макияжа. Я это сделала ради шоурума, ради дизайнеров, когда открылись у меня в студии. А до этого я вообще даже... У меня не было такого интереса как-то... И потом я поняла, что, оказывается, очень многие именно благодаря Инстаграму вообще вышли. Я даже не знала, кто такие блогеры. Говорят какое-то имя, я вообще никого не знаю, а они все, оказывается, вышли через Инстаграм. То есть я очень поздно к этому пришла, и только сейчас, наверное, я... Используешь это как Я сейчас площадку. использую, и я сейчас понимаю, что это реально. Хорошо, что она есть Это у тебя. да, это сила, это такая реклама, которая, знаешь, никакую тебе рекламу больше не надо, тебе достаточно в Инстаграме это все выкладывать, все то, что ты А сколько хочешь, у тебя умеешь. подписчиков? Так, сейчас, по-моему, 13 или 14. Тысяч. Да. Ага. Так, Маша, я знаю, что ты на самом деле не из простой семьи. У тебя очень известный отец, его многие знают, который долгие годы работал на радио. И в Булгунитахе есть улица имени твоего деда. Школа имени И моего школа, деда. да, имени деда со стороны матери. Да. Расскажи, пожалуйста, немножко вот о своей семье, о своих корнях. Да, мамины родители с Хангаласского улуса. Мама и папа, они жили в городе уже, когда были молоды, женились уже здесь, и получается отсюда мама ездила нас рожать уже в Булнихтах, бабушки, дедушки. Ты родилась в Булгунитахе. Да, да. Поэтому кто-то удивляется, почему Булнихтах, а мы думали, это городская. Ну, мама ездила туда, чтобы там бабушка была рядом. Вот. И да, дедушка драматург, писатель, он работал в школе, преподавал, был директором. И сейчас новая школа в Булнихтахе имени моего дедушки Ефремов Степан Павлович. Папа Максимов Николай Иванович, да, он в свое время очень много для республики, вообще для города, для НВК Саха, конечно, для Гостелерадио. Он работал в Гостелерадио главным редактором. У него просто шикарная дикция, шикарный был голос. Ну, сейчас, конечно, папа уже в возрасте, но, тем не менее, его очень многие знают, уважают, сейчас иногда узнают, иногда, получается, в Инстаграме кто-то знает и пишет мне, ой, я помню, знаю его. Папа уникальный человек, и мне кажется, такие, наверное, рождаются один раз в семье. Мария, можете сказать, искусство, оно как-то помогает человеку в такие сложные какие-то исторические, может быть, моменты, да? И что для вас вообще рисунок и портрет человека? Это тоже получилось случайно. Я не планировала брать заказы, рисовать каких-то мне незнакомых людей, да. Как-то так случайно пошло, но рисовать, в принципе, мне нравилось всегда, с детства. Я всегда любила карандаши, ручки, я всегда рисовала, даже во время учебы.
во время лекций, во время всю школу, наверное, рисовала я. Вот. И во время пандемии, да, когда, конечно, было тяжело, было сложно, работы нет, дохода нет. И как-то постепенно пошло так, что я начала рисовать, начала с одного, с другого, потому что есть такая техника face chart, это где делаешь макияж именно на бумаге. Начала как будто с этого, А потом стала а рисовать, потом по-моему, стала рисовать близких, да? да, знакомых. Да. Мне один попросил, второй попросил, стала рисовать знакомых, и тут вдруг мне пошли заказы. То есть я до этого даже не планировала, у меня мысли такой не было. Ну, я стала брать потихонечку заказы, давайте я попробую, говорю, если понравится, возьмете, если нет, то нет. То есть я не настаивала на этом. Ну и все, и заказы пошли. И ты знаешь, Влада, у меня не было времени совсем. У меня столько времени уходило на рисунок, я спала, вот как в молодости, наверное, по 3-4 часа максимум. Но ты У меня трудоголик. все время уходило на мою рисовку. Я ушла вся в это просто с головой. А карандашный рисунок, вот потом акварелью тоже попробовала портреты поделать. Ну, ты получаешь же еще и просто удовольствие от того, что ты В рисуешь, том-то да? и дело, я получаю от этого удовольствие. Если бы я не получала удовольствие, для меня это было как вот лишний доход там заработать, да, нет. Например, если даже взять это в плане денег, если за 40 минут я могла заработать и 3000 до пандемии, за 40 минут, и это можно растянуть, а в прошлом году это время у меня были полные записи, то сейчас там за 3000, ну, сутки, 2-3, например. Ну, вот так. Портрет То есть делаешь. разница, это тут даже не в плане денег вообще. А на самом деле я получаю от этого удовольствие. Мне отправляют фотографию, я смотрю, иногда бывает так, что я думаю, ну не смогу я, ну не смогу, ну не получится. Я даже пытаюсь отказываться. А настаивают, я берусь, начинаю, я говорю, я попробую. Но я Но тебя оно понимаю. получается. У нас же школа рисования с натуры, да? Да. Из фотографий даже я помню, что это, ну, на самом деле это не профессионально, Да. да? Но сейчас в связи вот с такой ситуацией, конечно, мы на самоизоляции находясь, выход рисовать с фотографией. И вот у тебя вот получается как бы показать вот это пространство, свет, лепку светотени. И, конечно, мне кажется, это благодаря тому, что ты очень многие годы работала с лицами, да? Ты как скульптор чувствуешь пластику лица. Спасибо большое, Маша, за то, что ты к нам пришла в гости. Спасибо за приглашение. Дорогие зрители, следите за нашими новостями, новыми выпусками рубрики «Диалоги Life Art Museum». Подписывайтесь и ставьте лайки.